Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. А сейчас расскажем коротко о самых главных темах сегодняшнего дня. Народное собрание приняло поправки в закон о кадастре, предложенные администрацией президента. Первая профориентационная выставка Минпросвещения Абхазии открылась в Сухуми. С 6 по 10 января в Абхазии пройдет зимний фестиваль «Мандарин». Народное собрание приняло поправки в закон о кадастре, предложенные администрацией президента во втором и окончательном чтении. Согласно документу, действие закона, за исключением некоторых статей, приостановлено до 1 июля 2027 года. Решение принято на внеочередном заседании сессии парламента. Шазина Ханагуа расскажет подробности. Принятый в 2024 и 2025 годах законодательный комплекс, включающий закон Республики Абхазия о кадастре недвижимости и сопутствующие изменения в действующие нормативные и правовые акты, требует дополнительного времени для подготовки инфраструктуры органов государственной власти и участников соответствующих правоотношений к его полноценной реализации. Именно по этой причине члены парламентского комитета выступили с предложением отсрочить действие закона до 1 июля 2027 года. Ко мне, как руководителю комитета по государственно-правовой политике, как руководителю комитета, который курирует эту зону направления, скажем так, в Народном собрании, начало поступать огромное количество обращений, как от наших граждан, даже прежде всего от наших граждан, но помимо этого еще и специалистов совершенно разного профиля. Ну, это были, скажем так, можно назвать их заинтересованными, допустим, сотрудники БТИ, да, но это заинтересованные люди, естественно, в том, как будет работать данный закон. Помимо этого, обращались также совершенно не заинтересованные в том, чтобы этот закон был приостановлен, судьи, например, у которых появились новые проблемы, с которыми не могли разобраться, да, и не могли принимать решения по тем или иным вопросам. Очень часто звонили, просили дать какую-то конкретную информацию, будут ли изменения, что им делать, могут ли они пока приостановить находящиеся на рассмотрении в судах вопросы для того, чтобы именно в законодательном плане все вопросы были разрешены, у них не было проблем. Необходимость принятия представленного законопроекта обусловлена выявленным комплексом обстоятельств, препятствующих своевременному и полному исполнению некоторых пунктов закона о кадастре недвижимости. В их числе отсутствие подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок функционирования кадастровой системы, необходимость доработки нормативных правовых актов Кабмина и ведомственных актов органов государственной власти, неподготовленность технической и информационной инфраструктуры для реализации всех положений нового законодательства, необходимость создания и запуска единой информационной системы нотариата, являющейся важным элементом обмена сведениями в сфере государственной регистрации и кадастрового учета. Мы не останавливаем, мы всего лишь делаем отсрочку. Мы делали отсрочку полгода назад по их просьбе, и я знаю, у меня есть объективная информация о том, что и сегодня в правительстве разрабатывается проект изменений, который предполагает отсрочку некоторых положений этого закона не до 2027 года, как предлагаю я, а вплоть до 2029 года. Это информация подтвержденная. То есть я хочу сказать, что там тоже понимают, что есть определенные проблемы, с которыми нужно бороться и которые надо решить, и которых не получится решить с наскоку. Полномочный представитель главы государства в Народном собрании Дмитрий Шамба отметил, что мероприятия по созданию земельного кадастра впервые были включены в комплексный план социально-экономического развития еще в 2010 году. Кадастровая палата была создана в марте 2015 года. После этого была утверждена ведомственная трехлетняя программа по созданию кадастра недвижимости на 2015-2017 годы. Дмитрий Шамба добавил, что простая пролонгация введения закона в действие не решит проблему, необходимо внести изменения в текст. Если депутаты поддержат представленный законопроект в первом чтении и будет рассмотрение во втором чтении, я буду предлагать и просить депутатов поддержать поправки, чтобы мы не просто отложили законопроект, но в том числе в переходные положения включили нормы, которые позволили бы до его вступления в силу вносить изменения
которые позволят перейти к поэтапной реализации закона. Депутаты в первом чтении проголосовали за законопроект, представленный Даутом Хутабом. Затем состоялось комитетское заседание, на котором депутаты поддержали внесенные поправки администрации президента и направили законопроект на голосование во втором окончательном чтении. Только что на заседании комитета рассмотрели предложенную нами поправку. Суть данной поправки в том, чтобы помимо приостановления действия закона о кадастре, возобновить действие статьи 78, которая регламентирует переходные положения для вступления в закона в силу. В этой 78 статье прописан механизм реализации закона, то есть принятия всех подзаконных актов, которые необходимы для реализации. Также содержатся нормы, которые обязывают уполномоченные органы, БТИ и другие структурные подразделения местных администраций передать информацию в кадастровую палату. И другое изменение предусматривает о том, что не происходит простое отложение законопроекта, вступление его в силу, что в этот период депутаты дают возможность исполнительной власти подготавливать изменения, совершенствовать действующие закон о кадастре недвижимости, предлагать для внесения в закон изменения, которые будут предусматривать его поэтапную реализацию. Я очень рад, что эта поправка поступила. Ну, во-первых, мне кажется, мы тем самым, принимая эту поправку, мы еще и подтверждаем, что мы на самом деле не отказываемся ни в коем случае от работы закона о кадастре недвижимости. Мы просто хотим, чтобы были внесены определенные изменения, которые позволят закону работать так, как он задуман на самом деле. В итоге парламент Абхазии принял поправки в закон о кадастре, предложенные администрацией президента во втором и окончательном чтении. Депутат Тимур Бея предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон о временном приостановлении перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель, после чего было принято решение продлить мораторий на перевод земель сельхозназначения в другие категории до 1 июля 2026 года. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Бадр Гунба принял участие в торжественном заседании, посвященном 50-летию начала эксплуатации Новоафонской пещеры как туристического объекта и 80-летию ее первооткрывателя, абхазского спелеолога Гиви Смыр. В рамках мероприятия также были оглашены имена сотрудников, удостоенных звания заслуженного работника туризма Абхазии. Хатырску Мирон Михайлович, Хатырску Айпала Реалаху Хаважла Спартарнакца, а коллектив. Год психол и шидостно голове на фончестве АХП, а таеча за ятуишни видели за хоцра. Арианта ялагдана сны есимвалки уятвара и благогова залпа рыбшзара и дыршинхой Альнуцкал щупа и хозго асысчазыгер. Ехай юбилея чты дахгвала харшойт, аряб сабара амадзах заазыртыз. А чинчтол бешра ветеран, асахатыхы, а скульптор Гивисмы. Уи гумшари, эйлгары, и псадгила хиба загубалрей, и рбзораны, я арту падунейзи гейцердеро, а фончестве ахапа. Истахоп Ехетбиам Схоярхона, Табу Парасха, а коллектива Кыршукса, Язапсехо, а фончестве Ахапа, а Кырепсо коллектив. И шидосный халойд Ехетбиамш, и всех еще такчара духа, амын шалараш да бызлавгоусахна. И цак ракум зайта, ари на хоске, обснужлар ргордурова, и нарылу кого, Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба награжден орденом Пирогова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Эдуард Будба удостоен высокой награды за развитие сотрудничества между Россией и Абхазией в области здравоохранения, вклад в укрепление здоровья российских и абхазских граждан и повышение качества медицинской помощи.
Производство по делам об административных правонарушениях возбуждено в отношении россиянина Ивана Ревы. Материалы направлены в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу. Правонарушения связаны с проведением предвыборной агитации, привлечением к агитации несовершеннолетних в формах и методах, которые запрещены законом, изготовлением и распространением агитационных материалов с нарушением закона, умышленным повреждением печатных материалов, относящихся к выборам. Возбуждено производство по делам об изготовлении и распространении агитационных материалов с нарушением законодательства. Материалы направлены в арбитражный суд. В Генпрокуратуре уточнили, что продолжается процессуальная проверка по заявлению россиян Ивана Ревы, Павла Тимофеева и Дмитрия Будыкина, а также по заявлению депутата парламента Кана Кварчия. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к инциденту, произошедшему 5 ноября на улице Абазинской, а также действиям лиц, осуществляющим незаконное финансирование местных выборов. 8 водолазов задействовали в поисках мужчины в акватории Сухума. В их числе сотрудники ГИМС, погрануправления ФСБ России в Абхазии, Сухумского дайвинг-клуба, рассказал замглавы МЧС Тигран Делибалтян. За ходом поисковых работ, которые возобновились утром 10 декабря, наблюдали премьер-министр Владимир Делба и глава столицы Тимур Агарба. По предварительной информации, пропавший Важа Зарандия, экс-глава Совета министров Абхазии, бывший глава Галского района. Еще один пострадавший во время стрельбы в Сухуме скончался. Алмаз Аквициня вывезли в лечение в Россию. У него было тяжелое ранение головы. В результате стрельбы, произошедшей 11 ноября на улице Гумской в Сухуме, были ранены 5 человек. Один из них скончался в больнице 13 ноября. Возбуждено уголовное дело. Сухумским городским судом арестованы Шарат Джикерба, Астамур Шинкуба и Мхаз Агарба. Ушел из жизни педагог Сухумского государственного училища культуры, заслуженный учитель Абхазии Лев Смыр. Лев Алексеевич в течение 36 лет работал педагогом по классу дирижирования. Являлся руководителем вокальной группы, которая успешно пропагандировала хоровое пение. Лев Алексеевич был отзывчивым, принципиальным и требовательным педагогом, пользовавшимся уважением среди коллег, говорится в соболезновании Министерства культуры. Разовые рейсы по маршруту Сухум-Пермь запустят в новогодние праздники. Всего их будет 4 – 3, 4, 10 и 11 января. Выполняться полеты будут на самолетах «Бомбардир» компании «Руслайн» вместимостью 50 мест. Время в пути составит 3 часа 10 минут, сообщает пресс-служба Сухумского аэропорта. Первая профориентационная выставка Минпросвещения Абхазии открылась в Сухуме. Мероприятие посетил премьер-министр Владимир Делба. Учащиеся многоотраслевых, гуманитарных, технических колледжей страны, сотрудники ряда предприятий подготовили презентации выставки работ, в том числе кулинарных, печатных и технических изделий. Кроме того, студенты представили видео и театрализованные презентации об истории учебных заведений, рассказали о том, почему нужно поступать именно к ним. На выставке была Айлита Арутюнян. Профориентационная выставка – это площадка, где молодые люди могут пообщаться с представителями разных организаций и предприятий, также узнать о перспективах трудоустройства. Премьер-министр Владимир Делба поприветствовал собравшихся, отметив, что эта выставка – важный шаг на пути к осознанному выбору своей профессии и места работы. Сегодняшние школьники и учащиеся профессиональных учебных заведений – это будущее нашей страны. Их талант, энергия и стремление к знаниям являются залогом устойчивого и успешного развития республики. Поэтому так важно обеспечить им возможность сделать обдуманный, осознанный выбор профессии, которая будет соответствовать их интересам, способностям и потребностям растущего рынка труда.
Владимир Делба подчеркнул, среднее профессиональное образование – это обучение ремеслу, получение актуальных практических навыков и компетенций, которые делают человека добросовестным специалистом. Будущих студентов ждут жизненно важные для государства области применения специальных знаний. Уверен, что эта выставка станет ценным опытом для каждого ее участника. Она поможет сегодняшним школьникам определиться с направлением дальнейшего обучения, найти свое признание. Со своей стороны, правительство будет уделять первостепенное внимание развитию среднего профессионального образования. На презентацию пришли старшеклассники и студенты из всех районов республики. Министр просвещения Ханна Гунба отметила, что выбор профессии – важный шаг в жизни каждого учащегося. В Республике Абхазия немало среднепрофессиональных образовательных учреждений. На наш взгляд, есть большой потенциал у этих образовательных организаций, и главной целью Министерства просвещения было их презентовать. Среди учащихся общеобразовательных учреждений Республики Абхазия вызвало большой интерес разные направления. Я хочу отметить важную роль взаимодействия индустриальных партнеров и образовательных организаций. В выставке приняли участие Абхазский государственный многоотраслевой колледж, Сухумский государственный колледж, Галский и Ткварчалский индустриальные колледжи, Гагарский колледж и Гудаутское профтехучилище. Эти учреждения подготовили павильоны, где абитуриенты могли ознакомиться с предлагаемыми программами. Типичная профориентационная работа Министерства просвещения Республики Абхазия. На самом деле в будущем мы будем расширять количество участников, в том числе и образовательных организаций. Считаю нужным привлекать и негосударственные образовательные учреждения, и всех индустриальных партнеров, которые в будущем хотели бы отсюда взять своих специалистов. Также студенты представили театрализованные презентации и видео об истории учебных заведений, рассказали, почему нужно поступать именно к ним. Также представители организации, участники мероприятия, выступили перед собравшимися с приветственным словом. Аэропорт – это целый город, где каждый может найти себе применение. За внешней работой, основной работой, которую вы сейчас видели, стоит огромный пласт внутренней работы, которую сопровождают и технические работники, и работники административных организаций. Соответственно, это и бухгалтера, это и финансисты, и юристы. То есть каждому может найтись применение в нашем предприятии. 32 года мы успешно ведем морскую отрасль Абхазии вперед. И грузооборот наших портов растет, соответственно, растет необходимость в новых кадрах, специалистов, мотивированных, целеустремленных. Они могут стать капитанами, штурманами, судоводителями, судомеханиками, электромеханиками, стивидорами, портовыми механизаторами. И также там еще много-много интересных престижных профессий с высокой заработной платой. Организовала выставку Министерство просвещения при поддержке АЖД Абхазского морского пароходства международного аэропорта Сухум. Аэлита Арутюнян, Юрий Катиба, Абхазское телевидение. С 6 по 10 января в Абхазии пройдет зимний фестиваль «Мандарин», в рамках которого будет организован конкурс на лучший абхазский национальный костюм. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов России. Призовой фонд 300 тысяч. Принять участие можно по 3 номинациям: лучший абхазский женский костюм, лучший абхазский мужской костюм и лучший абхазский костюм в современной интерпретации. Конкурс пройдет 9 января в гостинице «Интерсухум», где будет организован показ костюмов от участников. Жюри будет оценивать работы по 4 разным критериям. Максимальная оценка 100 баллов. В конкурсе могут принять участие все желающие, от дизайнеров одежды до студентов АГУ. Чтобы рассказать о конкурсе, организаторы посетили факультет искусств направления дизайн костюма. Жюри будет оценивать по критериям, по параметрам. Они у нас все в доступе свободном, то есть каждый участник может узнать, по каким параметрам, по критериям будут оценивать их работы. Жюри представляют историков, этнографов, людей, которые занимаются изучением национального костюма. Пообщались с преподавателями. У нас очень состоятельная, интересная беседа состоялась. Обсудили как раз-таки и критерии оценки, и возможность участия в дипломных работ их студентов. Будем рады видеть всех молодых, талантливых дизайнеров, которые могут показать свои работы на конкурсе национального костюма.
Подготовку к новогодним праздникам обсудили в администрации столицы на совещании под председательством главы Тимура Агарба. В совещании участвовали заместители мэра, а также руководители профильных управлений и департаментов администрации. Ежегодно столичная администрация готовит насыщенную программу мероприятий. В этом году организаторы постарались. Подготовка уже идет полным ходом. Устанавливают 30-метровую новую елку, обновляют световые инсталляции в разных локациях по столице. На площади Свободы устанавливают павильоны. Торжественное открытие главной елки состоится на площади Свободы 23 декабря. К этой дате приурочат специальную программу, состоящую из 3 частей. Динамичный концерт с песнями новогодней тематики обещала начальник управления культуры Нала Хашик. А 24 декабря сцена будет отдана маленьким воспитанникам музыкальных студий. Организовывается абхазский круг, всем известный абхазский круг, вовлекаются, танцуют. Есть специальная группа, которая организовывает этот абхазский круг и танцуют наши граждане и гости. И в третьей части у нас уже будет диджей. То есть вся программа, она рассчитана на плюс-минус на 4-5 часов. А во сколько начнется? Я думаю, что мы планировали в 18:00. Думаю, что лучше надо начать в 17:00. Настоящую сказку в парке «Сказка» обещает управление образования. Для дошколят и школьников подготовят разнообразную программу. Ежедневно с 24 декабря в течение 10 дней будут демонстрировать детские фильмы. Запланировано проведение игр с участием аниматоров. Учебно-развлекательная программа для посетителей парка имени Тараса Шамба. Программа наша готова, праздничное мероприятие. 24-го в 5 часов у нас открывается торжественное открытие парка. Это будет музыкальное новогоднее представление с участием артистов, аниматоров. И вот так у нас все расписано. В этом новогоднем представлении участвуют дошколята, школы. С 23 декабря по 11 января ежедневно, кроме 31 декабря, на площади Свободы будет работать кинотеатр под открытым небом, где будут демонстрировать тематические фильмы. Там, где у нас кинотеатр расположен, там же амфитеатр, все будет красиво украшено. У нас будет квиз детский для молодежи и для детей. 2 до Нового года и 2 после Нового года, где также мы будем раздавать подарки. Плюс у нас еще будет новогодняя благотворительная акция, где мы работаем с Яразом. По традиции подарки от мэрии распределят среди подопечных отдела соцобеспечения. К елке в администрации пригласят детей-сирот. Также многодетным семьям раздадут купоны на приобретение продукции в павильонах у главной елки. Акция по бесплатной стерилизации собак и кошек пройдет в селе Дзюкта Сухумского района 13 декабря. Она проводится за счет средств администрации Сухума в приюте для безнадзорных животных. Принимать пушистых пациентов будут с 8 утра до 9 часов вечера. Подобные акции проводятся ежеквартально с апреля прошлого года. За это время стерилизовали 1500 животных. А сейчас расскажем о погоде. В четверг, 11 декабря, в Абхазии временами дождь и гроза. В горах дождь со снегом. Ночью 5-10, днем 9-14 градусов тепла. Морская вода 14 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.